Российские власти уже четвертый год повторяют одно и то же. Срочников на войну не отправляют. Об этом говорят федеральные чиновники. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Об этом заявляют региональные власти. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев также уверял, что призывники из Якутии в боевых действиях не участвуют. Солдаты срочной службы не направляются в зону специальной войсковой операции. Но реальность все чаще расходится с заявлениями. Правозащитники и журналисты фиксируют случаи, когда вчерашние срочники оказываются на передовой, попадают в плен или гибнут. Один из механизмов – перевод на контрактную службу. Это происходит не всегда добровольно, через давление, угрозы, уговоры, обман и манипуляции. И в конце января появились новые подтверждения того, что подобная практика может носить системный характер. Повесток на срочную службу, это, конечно, ерунда. Но вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий. Правозащитная организация «Школа призывника» сообщила, что в закрытом документе Министерства обороны Российской Федерации фактически содержится указание по вербовке военнослужащих срочной службы на контракт. Информация стала известна из судебных материалов, где упоминалась служебная телеграмма военного командования с требованием проводить отбор кандидатов на контракт именно среди срочников. Сейчас о похожей ситуации заявляют матери солдат из Якутии. По их словам, их сыновья отслужили всего около 2 месяцев, когда на них начали давить, чтобы они подписали контракты. Речь идет о воинских частях в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По якутянам мы по всем ситуацию мониторим. Срочники у нас в зоне специальной военной операции не находятся. Отчаяние родителей оказалось настолько сильным, что женщины приехали за 1000 километров в Комсомольск-на-Амуре. Они оставили дома работу, семьи, обычную жизнь, чтобы спасти своих детей. Они требуют одного – признать контракты незаконными и прекратить давление на срочников. В поисках помощи матери обратились к депутату Государственная Дума Российской Федерации от региона. Он направил запросы в ведомство и публично заявил, что обеспокоен ситуацией, фактически выразив удивление происходящим. Но проблема в том, что это не первый раз. Еще с 2022 года матери срочников обращались к нему с похожими жалобами, когда появились первые сообщения о давлении на призывников и их отправке в зону боевых действий. А он все делает вид, что удивляется. На сегодняшний день известно не менее 30 случаев гибели срочников из Якутии на Путинской войне.